Добрый день, уважаемые эксперты. Я Семенова Саяна Александровна, ученица 11 класса Тунинской средней школы. Мой руководитель Савинова Зоя Тарасовна, учитель родного языка и литературы. Тема нашего доклада – сюжетно-композиционная структура Лонко Митрофан Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр. Актуальность. Олонко – великий памятник самобытно-якутского поэтического искусства. Глубинное изучение Олонко актуально в связи с возросшим интересом народа к своим истокам, истории и культуре. Объект исследования. Олонко как жанр народного устного творчества. Предмет исследования. Олонко Митрофан Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр. Теоретические методы исследования. Изучение истории, слой происхождения Олонко, определение его особенностей как жанра устного народного творчества, исследование сюжетно-композиционной структуры отдельно взятого Олонко путем подробного, сравнительного и сопоставительного аналитического анализа. Новизна. Изучение Олонко моего прадедушки Митрофана Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр заинтересовало нас как местное культурное наследие села Кутана Сунтарского улуса. Над Олонко Мартынова мы работаем третий год. С 2018 и 2019 года мы рассмотрели лексику Олонко. Цель. Изучение исторических условий зарождения Олонко, выявление особенностей Олонко как жанра устного творчества якутов, исследование, изучение сюжетно-композиционной структуры Олонко, Митрофана Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр. Задачи. Первое. Изучить мнение историков о происхождении Олонко. Второе. Определить особенности Олонко как жанра. Третье. Исследовать сюжетно-композиционную структуру Олонко Уолдула Мухатыр. Четвертое. Раскрыть образ главного героя Олонко Уолдула Мухатыр. Митрофан Захарович Мартынов родился в 1895 году в хангалском наследии Сунтарского улуса. Митрофан Захарович имеет три больших Олонко – Уолдула Мухатыр, Кыдам Мухатыр, Огосерси Мухатыр. Кульминационным моментом сюжетной композиционной линии является описание возвращения богатыря с невестой на родину. Самой напряженной конфликтной ситуацией этого Олонко является единоборство с богатырем Таси Берентой. Центральной идеей Олонко Уолдула Мухатыр является защита среднего мира в лице красавицы Юрия Муралько. В любом произведении идея раскрывает сюжетные линии, выстроенные по замыслу самого автора. В сюжетном составе Олонко принято выделять три группы сказаний. Олонко заселение среднего мира племен Аймага, Олонко о родоначальниках племени, Олонко о защитниках племени. Согласно классификации, Уолдула Мухатыр соответствует к третьей группе Олонко о защитниках племени. Олонко Уолдула Мухатыр эпическим зачином является описание мироздания, описание домашних тварей, портретная характеристика, описание страны героя. Юрий Муралько в течение нескольких лет насильственно сватается богатырей Абагы. И это есть настоящий повод для борьбы богатыря. Уолдула Мухатыр борется с богатырями Абагы. Емельянов писал, кульминация Олонко – это борьба с врагом и победа над ним. Таким образом, идея и сюжетно-композиционная структура Олонко Митрофана Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр повторяет традиции построения якутских Олонко. Для характеристики героя важную роль играют окружающие его детали, картины природы, портрет, описание жилища, орудия богатыря. Вывод. Мнение историка о происхождении Олонко почти однозначно. Оно возникло на южной родине праякутов, и это подтверждается Олонко Митрофана Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр. Богатырский эпос Олонко имеет большое значение для расширения, углубления наших познаний о прошлом якутского народа. Идея сюжетно-композиционной структуры Олонко Митрофана Захаровича Мартынова Уолдула Мухатыр повторяет традиции построения якутских Олонко. Но в отличие от других Олонко, Уолдула побеждает не только силой, но и хитростью и смекалистостью. Олонко до сих пор имеет идейно-воспитательное значение. Борьба и победа богатырей Аи, олицетворяющих доброе начало, может служить для воспитания лучших качеств у молодого поколения. Спасибо за внимание.